Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah весь Привет. масса. Алейкум ассалам. Насчет того, что вот это исторические факты, вот сегодняшний день есть такая болезнь среди кавказской молодежи, которая сегодня черпает всю информацию из российских источников. Сегодня у нас идет очень сильное разделение. Можно ли считать вот эту всю историческую информацию, которая сегодня для нас, которая подрастает наше поколение, брать всерьез? Есть ли конкретные источники, где можно брать историю для нас с других стран, кроме Российской Федерации, фашистской Федерации? И сегодня они умалчивают, даже вот примерно сегодня, да помилует его Аллах, про имама Шамиля говорили. И сегодня некоторые, я тут читал даже в комментариях, надсмехались. Когда надсмехаются над имамом Шамилем, да помилует его Аллах, в моих мыслях крутится то, что они насмехаются над всеми наибами, которые были соучастниками движения имама Шамиля в Чечне и Дагестана. И вот берут источники из России и ставят против народов Кавказа, стравливая их. Где вот именно ты брал свои знания, исторические факты, где можно было уточнить? Ахинат, спасибо за вопрос, очень интересно. Я постараюсь его в силу своих знаний и возможностей раскрыть. У Шурма у нас там, я видел 4 запроса, я этих людей не знаю. Ну, ты там контролируй, если есть люди, которые пишут в комментариях, у них есть вопросы и дают запросы. Хашалар ходом, Шурм. Теперь по вопросу Ахината. У нас вообще проблема в том, что нет такой, как это правильно будет сказать, то есть собранной воедино и история, которая собрана в единый свод истории, да, по хронологии, по развитию событий, такой цельной, утвержденной, скажем, да, академией наук или каким-то другим институтом или историческим сообществом, проверенные, прошедшие через критику других исторических школ, то есть та, которая, вот, скажем, академическая история, наука, которая признана, то такой у нас, к сожалению, нет. Это у нас пробел вообще относительно даже кавказского народа, у которого также очень слабо изучена история. Нельзя сказать, что вообще кавказская история как-то хорошо изучена, но так как территория Чечни всегда была территорией войны, всегда была территорией неугодных Российской империи, неугодного Российской империи народа шельмуемого всегда, да, и гонимого. Когда-то нас выселяли и вообще стирали даже память о Чечне, о чеченском народе, когда заменяли названия населенных пунктов, стирались топонимика, стирались исторические памятники, надгробные памятники, укладывались в асфальт, да, под тротуары, под фундаменты здания, взрывались башни, вычеркивалось, убиралось упоминание чеченцев из даже художественной литературы, классиков российской литературы. То есть такого тотального, да, вычеркивания из истории, наверное, не подвергался Российской империи ни один народ, несмотря на то, что многие народы в той или иной мере, в тех или иных аспектах также были гонимы. Вот такого тотального натиска на историю, на сам народ не было. И, соответственно, даже желание как-то изучать историю Чечни, когда мы сами не могли, мы были заняты тем, чтобы выжить какое-то противоборстве с Россией, накормить свои семьи, чтобы дети не голодали, чтобы они смогли вообще вырасти. И тот период, когда Россия ослабевала, мы брались за оружие, боролись за независимость. У нас поэтому, хотя у нас были тептеры минувших эпох,
Но даже эти тептеры, мы знаем, во время выселения в Казахстан и Среднюю Азию в центре Грозного на площади вывели целую гору этих тептеров, которые вынесли из уже освободившихся от чеченцев домов, насильственно высланных. Они их собирали, то есть все ценное, серебряное, там, холодное оружие, покрытое серебром, другие ценности вывозились в Россию. А наши хроники исторические или семейные, которые были написаны арабицы, они им были не нужны, они их просто собрали в горы и сжигали. Эта гора тлела там больше месяца по свидетельству очевидцев. Поэтому именно в Чечне особенно остро стоит этот вопрос отсутствия письменной истории, когда наши соседи, мы когда передаем какие-то устные предания о том же Байсангуре Биноевском, возникают вопросы к нам, возникают вот эти дискуссии, ну, а какой еще выбор был у чеченского народа, если не сохранить вот эти устные предания, когда вот такое отношение было к нашей писанной истории. Поэтому нельзя отрицать, что устные предания также являются источником исторического знания. Ну и есть, конечно, свидетельство о нас, наших врагов. Мы знаем, что они писали, искажая то, что они видят, или же они писали, если даже не искажая, то это их взгляд на историю. Наверное, в тот же период, в то же время, даже во время Кавказской войны, вот, особенно большое количество источников по 19 веку, чуть реже 18 век, еще реже 17 и 16. Но до 16 века где-то есть российские источники, как ты сказал, Ахрина, это фашистские источники о Чечне, к которым нужно относиться крайне критично, крайне критично. И при этом, даже при этой крайней критичности освоения этих источников, у нас нужно понимать, что это все-таки взгляд, как говорится, с ихней колокольни, с ихней стороны, что у этого взгляда есть обратная сторона. Если бы мы слышали о том же времени, у нас были бы на руках источники наши чеченские, то это было бы абсолютно противоположное. По 19 веку, по периоду имамата Шамиля, есть хронисты имама Шамиля, Мухаммад аль-Карахи, по-моему, да, вот, насколько я помню на память, я как уже сказал, что 19 век для меня где-то с 2004 года остался очень далеко как бы в памяти. Я именно в 3-4 году, когда уже последний раз покинул в 3 году Чечню, я взялся за другой период, больше за политическую публицистику. Поэтому могу где-то ошибаться в деталях, пускай как бы это, но особо на это не акцентирует внимание, относится с пониманием и снисхождением. Потому что любой историк, он работает профессионально только по одному периоду и имеет общее представление об истории. Чтобы говорить более конкретно, он должен всегда возвращаться к источникам и обновлять в памяти даты и другие детали, имена. Поэтому вот этих источников тоже много, источников имамата. Есть отдельные письма, переписка имама со своими наибами, но это приоткрывает только мизерную часть обратной стороны того, что мы читаем вот в российских источниках. Это мизерная часть, очень мало этих источников, чтобы мы имели полную общую картину той истории, когда с точки зрения чеченцев, дагестанцев, тех, кто противостояли российской агрессии. Если же уходить в глубокую древность, сегодня у нас очень много историков, которые любят писать и говорить о древней истории, потому что, ну и понятно, сегодня это наиболее безопасно, за это никакая власть не осудит. И, ну, это безопаснее в плане личной безопасности, но также это сопряжено другими как бы параллельными вещами, что не изучив ближайшую историю в полной мере, окунуться в какую-то древнюю историю, это все-таки будет тоже не очень последовательно с научной точки зрения и с точки зрения методов освоения истории. Там можно уже говорить даже о мифотворстве истории, когда идется именно такой анализ истории. Да, другой вопрос.
Да, я сейчас относительно... как бы стал очень глубоко уходить в это. Но я М. резюмирую, я скажу, что нам нужно понимать, что история, она важна, и для чеченцев она все-таки осталась только в том, что мы сохранили устно, она сказана нашими врагами, и изучая историю, написанную нашими врагами, мы должны идти от обратного, как говорится. Царь Элчин, Босния, Дегдуиш, исторически анализа, дуста душлича, так цакрох, жгучий олхуэндон. Ну, в общем, у нас такого академического общего свода истории пока нет, его предстоит еще сделать.